Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал, за то, что смотрите мои видео, за ваши прекрасные комментарии, за ваши лайки. И огромное сердечное спасибо всем тем, кто поддерживает мой канал. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто скоро объявится? Объявится, заявится, проявится. Загадайте, пожалуйста, на себя. Не загадывайте слишком долгий срок, ровно так же не загадывайте слишком короткий. Что-нибудь такое средненькое, в виде 2-3 недель. И давайте будем смотреть. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы ходят моими руками, пусть откроют мне то, что сейчас не скрыто. Слышите, снять. Так, людненько у вас тут, людненько. Девушки мои хорошие, отсыпка у нас общая. Но раз вы видите это видео, значит и для вас здесь будет много полезной информации. Чужого не берите, а свое отмечайте. Смотрите, во-первых, в вашу жизнь просто на какой-то стремительной скорости света вылетают 2 каких-то письма, 2 каких-то сообщения от человека, кого вы сами искали. То есть вы искали этого человека, вот везде смотрели, искали, может, в соцсетях искали, контакт искали этого человека. И тут он сам вам пишет, сам выходит на связь. И здесь 2 сообщения, 2 весточки, прям одна за другой идут. Знаете, прям порадуйтесь. Что-то он вам такое сообщит, либо она сообщит, может быть, вы женщину искали, подругу, либо родственницу. Может, в принципе, какая-то женщина, как профессионал вам нужна была. Прям выходит на связь, и вот 2 сообщения. Это будет очень-очень приятно. Так, еще здесь собачка, немножко больная собачка. Но опять же, это кто-то из знакомых, из друзей, может быть, друзья детства, может быть, друзья юности. Вот кому-то из ваших друзей либо помощь нужна, либо человек себя плохо чувствует. Может, какое-то время вы не виделись и не общались, тут, скорее всего, как разговорчик состоится, человек вам пожалуется на свои проблемы, либо на свое состояние здоровья. И вы скажете: ага, теперь все понятно, то есть наша дружба не прекратилась, просто человек был отвлечен от нашей дружбы какими-то своими личными проблемами, либо проблемами со здоровьем. Скорее всего, даже придется выслушать, и, возможно, даже вы захотите помочь, дать совет, либо, может быть, как-то поддержать, у каждого по-своему отыграется. Это прям самое основное, что произойдет, в ближайшие, сутки, пару дней. Дальше, с левой стороны, какое-то чудовище лезет в вашу жизнь. По-другому не скажешь. Вы меня простите, но прям правда чудовище. С такими длинными, цепкими и липкими руками. Человек, который периодически пытается как-то к вам, проявиться, прилипнуть, навязать свои чувства. Может быть, это кто-то из бывших, кого вы послали, а может быть, человек, который периодически пытается, поймать свою удачу, периодически как-то к вам подкатывает, вы его буцаете, он уходит, ждет положенный срок и опять к вам проявляется. Чудовище, действительно чудовище, и очень такое цепкое, липкое, для вас почему-то противное. То есть не хотите вы этого человека, не ваш это человек. Не могу сказать, что вам прям совсем как-то противно, неприятно, но особого энтузиазма с вашей стороны я тоже не вижу. В общем, объявятся, девочки, объявятся, опять со своими очередными этими попытками, опять придется его посылать. Что есть, то и есть. Привязан к вам, нравитесь вы этому человеку, не может вас отпустить, не может смириться с текущим положением дел, будет пробовать, и пробовал, и пробует, и еще будет в будущем пробовать к вам подкатить. Такой липучий, это репешок, человек-репешок, так назовем. Так, еще с правой стороны. С правой стороны очень, кстати, крутой знак.
знак очень красивого, симпатичного, харизматичного мужчины. Мужчина-лев, мужчина с такой царственной походкой, скорее всего, еще при какой-то должности, либо бизнесмен, прям с иголочки одет. Там все женщины от него сознание теряют, все там охают, ахают на него. Он красавчик, красавчик, как звезда, да, мужчина как звезда. Возможно, с этим мужчиной вы как-то контактировали, может, просто знакомы. Какое-то время этого человека вы тоже не видели. Может быть, там в командировку уезжал, может быть, вы там своими делами занимались. Вот у вас идет встречка с этим человеком. И если раньше, девочки, он держался как-то осторонь, может быть, даже как-то надменно держался, либо не выказывал какого-то особого интереса к вам, в вашу сторону, то в эту встречу все поменяется. Мужчину этого вы прям не узнаете. Он, я не могу сказать, что он прям там, упадет перед вами на колени, начнет там, вас умолять стать его судьбой. Нет, но будет вести себя очень душевно, очень открыто и как-то по-дружески, по-приятельски, вот как будто бы вы давно друг друга знаете, как будто бы там 20 лет вместе прожили. Тепло, вот идет от него прям тепло. Девчонки, вы, конечно, все разные, у каждой своя ситуация с этим мужчиной, значит, вы там сильно в иллюзиях не летаете, но поверьте, это первые звоночки, такие весточки, да, знаки, чтобы с этим мужчиной сблизиться. У вас с этим мужчиной почему-то постоянно расходятся дороги. Вот как бы вы к нему не стремились, как бы он к вам не стремился, постоянно у вас расходятся дороги. То есть до какой-то точки вот соприкосновения вы доходите, не дойдя до нее даже там буквально 2 шага, вас судьба резко разводит. Вот у меня, да, по этой картинке, еще и с правой стороны, идет такое стойкое ощущение, что вы не готовы. Ни вы не готовы к этим отношениям, ни он не готов к этим отношениям. Ну, типа, если вы сейчас поспешите, друг другу там признаетесь, откроетесь, либо сойдетесь в любовном, скажем так, страсти, либо в любовной какой-то лихорадке, то вы не сможете построить отношения, крепкие, прочные, надежные отношения. То есть в очередной раз вас судьба сводит, но и тут же буквально там, в тот же день, может быть, через несколько дней опять разведет. Но в этот раз все будет как-то душевно и тепло между вами. Вы прям это почувствуете. Хороший на самом деле знак. Девочки, кто нетерпеливая, слушайте, неужели вы хотите действительно все испортить? Может быть, действительно стоит потерпеть. Но судьба ж не дурочка, судьба-то все понимает. Значит, не готовы. Значит, нет каких-то конкретных условий, да, которые бы сопутствовали. Может быть, у него там что-то не закончено. Может быть, у вас что-то не налажено. Понимаете, надо немножечко еще подождать. Вот эта встречка, которая вас ждет, она будет очень теплая, очень душевная. И это как прикосновение к вашему общему будущему. Оно, конечно, за горами, но тем не менее оно есть. Оно есть. Вот, если набраться терпения, то все будет. Все обязательно будет. Так, еще. Кто объявится, кто проявится. Здесь очень похоже на интернет-общение. Интернет-общение. Мужчина серьезный, мужчина взрослый, мужчина интересный. Вот для вас будет интересный. Может быть, в каком-то профессиональном ключе. Может быть, для того, чтобы изучить что-то, да, что-то новое для себя узнать. Здесь общение идет не романтического характера, а скорее какого-то научного, познавательного. Ни о чем. Ни о чем. Никакой роли не играет ни на вас, ни на вашу судьбу. Просто провести время, да, пообщаться с каким-то интересным человеком. Если вы, например, изучаете иностранный язык, то хорошая практика у вас пойдет, да, либо обновить свои уже имеющиеся знания в иностранном языке. Что-то вас разделяет, большое расстояние вас разделяет. Так, еще. Девушки, женщины, кто в разводе и у кого прям жизнь не сложилась. Есть какие-то родственники вашего бывшего, кого вы случайно можете где-то встретить, увидеть, встретить. Несмотря на то, что не сложилось, не случилось, и они к вам, например, плохо относились, почему-то какую-то прям радость будут показывать при встрече, будут даже пытаться, я не знаю, там обнять, поцеловать,
очень живо будет интересоваться вами, вашей жизнью. Если есть, например, детки у вас от этого бывшего, даже могут деньги дать, да, типа подарок купи ребенку. Вас это очень, кстати, так насторожит, вы скажете, что случилось. Правда ли, что время лечит, да, даже такие сложные заболевания, как у моих бывших родственников. Но такое двоякое ощущение. С одной стороны, вы им не простили, но с другой стороны, очень душевно они на вас отреагируют. Но, конечно, вы же не сухарь, вы тоже что-то почувствуете к этим людям. Так мне идет. Но кто-то действительно встретит бывшего, своего бывшего, причем бывшего мужа, либо бывшего парня, с кем вы очень долго вместе находились. И человек вам искренне будет рад, будет искренне расспрашивать вас о вашей жизни, интересоваться, нужна ли вам помощь. Даже, возможно, что-то вам даст. Даже и так может отыграться. Это будет очень неожиданно, это будет очень волнительно, но при этом все-таки, видите, положительно ли человек на вас настроен, либо люди будут положительно на вас настроены. Знаете, действительно время исцеляет, да, либо со временем человек начинает что-то понимать, осознавать, либо прорабатывать какие-то свои нехорошие поступки. Мне вот идет какое-то большое место, большое, да, там, где разные люди, может, это какие-то магазины, торговый центр, может быть, даже это какой-то рынок, но не парк, нет, не парк. Там, где людей много, вот как, знаете, много ходят, что-то делают, покупают, вот с сумками, с кульками, с пакетами, больше как магазин, рынок мне идет. Вот встретите, случайно встретите, сначала как стрессанете, а потом такое недоумение, да, что-то они ко мне так хорошо относятся, а что случилось? Да, прям с душой к вам эти люди идут, либо человек. Так, и еще неожиданно кто проявится. Ну, здесь не для всех предсказания, а вот конкретно для какой-то женщины. У этой женщины есть связь с мужчиной, скорее всего, какого-то рабочего характера. Либо вы работаете вместе, либо этот мужчина у вас работает, либо на вас работает, да, может быть, ремонт вам какой-то делает, либо какую-то починку вам делает. Ну, либо вы действительно коллеги, как-то сотрудничаете с этим мужчиной. Мужчина такой молчаливый, сам в себе, не пойми, что он там думает, неконтактный, либо малоконтактный. Ну, как бы понятно, что и так может отыграться. Смотрите, этот мужчина вдруг начнет вас куда-то звать, приглашать. Вдруг начнет говорить о семье, о том, что я так одинок, да, ты такая прекрасная. Если честно, вы этого мужчину никогда не рассматривали в качестве там, кандидата в женихи, ну, условно назовем это так. И вам это как-то будет немножечко даже, ну, не по себе, да, это будет не по себе. Вот, реакция у вас будет странная. Эту странную реакцию мужчина даже может воспринять как, типа, вы согласны, да, молчание – знак согласия. Девочки, заготовьте пару таких фраз отрезвляющих, да, чтобы особо не обидеть, не нагрубить, но и в то же время человека поставить на место. Потому что я не вижу, что он вам симпатичен, я не вижу, что вы прям обрадуетесь его проявлению, либо его какому-то приглашению. Поэтому лучше сразу его немножечко так присадить, да, чтобы не было потом неудобных моментов. Так, еще какая-то женщина очень такой, знаете, странной наружности. У нее, скорее всего, очень много ненастоящего на лице. Ну, допустим, у нее накачанные губы, у нее там сделанное лицо, там скулы, не знаю, нарощенные ресницы, может, она даже как наращивает волосы. Но очень много, как, не знаю, приклеенного, сделанного, но не настоящего. Вот такая женщина идет. Эту женщину вы знаете, да, вы знаете. Вы с ней общались, либо даже в каком-то контакте состояли, может быть, даже работали вместе. Смотрите, эта женщина, здесь очень неудобненько получится. В вашей памяти эта женщина была такая, знаете, за собой следила, на себя много тратилась. Ну, типа, про таких говорят, первая красавица, да. Ну, с успешкой, конечно, но первая красавица. Вот идет встреча с этой женщиной. И ей будет прям не по себе, что вы ее увидите. А то, что вы увидите, возможно, испортит вам ночной сон. Она прям как-то очень плохо будет выглядеть. Либо
прям она перестаралась с этими всеми силиконами, филлерами, либо действительно какое-то болезненное состояние, да, опять же, это нельзя скрыть, может быть, с синяками на лице будет, да, глаз от кого-то получила. Очень-очень вот как-то встреча у вас в попыхах пройдет, и она прям бежать от вас будет, бежать. Ну что ж, и с первыми красавицами всякие неприятные истории бывают. Для вас это будет забавно. Для нее это, конечно, упасть в грязь лицом, тем более перед вами. Эта женщина, кстати, вам очень завидовала в свое время и, возможно, причастна к каким-то сплетням о вас. Да? Вот она не могла ничего поделать. Зависть грызла ее изнутри, она о вас какие-то сплетни распускала. Ну, видите, как жизнь сложилась. Может быть, она уже как не первая красавица, какая-то побитая красавица, а у вас все замечательно, а вы молодец. Так, ну и самый главный фрагмент. Здесь действия от мужчины, которых вы не ждете. Опять же, вы все разные. У кого-то мужчина – это ваш муж, у кого-то мужчина – тот, кто вам нравится, у кого-то мужчина, ну, допустим, кто-то из ваших родственников, да, и так может отыграться. Здесь мужчина решил вот как что-то начать, что-то делать и делать правильно, делать так, как положено. Может быть, каким-то делом заняться, может быть, поменять свое поведение, может быть, отказаться от каких-то вредных привычек. Здесь мужчина станет источником вашей радости. Он принял решение, но вам его, например, не озвучил, либо от вас его скрывал. И тут вы просто в таком легком шоке будете находиться от того, что мужчина меняется, причем меняется на ваших глазах. Вы, возможно, сразу не поймете, да, что с ним происходит, но когда узнаете, прям такая какая-то гордость пойдет, скажете: ой, мой же ты хороший, да, какой же ты у меня молодец. Прям сердце порадуется за этого мужчину и за его вот эти перемены к лучшему. Так, мои хорошие, и смотрите, у кого-то из вас отыграется ситуация, что очень много на самом деле будет встреч, общения, разговоров в какой-то ограниченный промежуток времени. То есть, может быть, за один день вы сразу встретите несколько людей, которых не видели там несколько лет. Может быть, за неделю у вас будет очень много общения, очень много новых каких-то встреч, знакомств с разными людьми. Здесь много людей, вот они стремятся к вам. Разные люди, и они прям стремятся к вам. Кто-то из девчонок прям почувствует востребованность, да, свою востребованность, свою популярность и свою значимость. Такая вот отсыпочка у нас вышла. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.